Правительство Республики Таджикистан обращается к нам, к населению страны, с просьбой о рациональном и экономном использовании электроэнергии. Барки Тачик приступит к массовому отключению электричества у должников. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как такие компании обманывают таджиков. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Государственный энергохолдинг Барки Тачик поручил поведомственным организациям и учреждениям отключить от света и тепла всех должников. Электроэнергии могут лишиться не только жители, но и десятки предприятий, которые не погасили задолженность за использованную электроэнергию. Распоряжение об отключении электричества всех должников подписал замглавы компании Барки Тачик Мухаммадом Гуламзода еще 3 ноября. В энергохолдинге заявляют, что целью директивы является бережное использование энергоресурсов и обеспечение электроэнергией всех отраслей хозяйства и населения в зимнее время. Жители регионов Таджикистана говорят, что последние 2 недели в дневное время отключают электроэнергию. В государственном энергохолдинге страны отрицают введение энерголимита и заявляют, что отключения связаны с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях. Насколько это заявление энергохолдинга соответствует действительности, неизвестно. В компании отказываются предоставить СМИ более детальную информацию. Согласно директиве, поведомственные организации и учреждения энергохолдинга могут за долги лишить света и тепла жителей, предприятия по обработке железа, по производству щебня и бетона, а также производственные предприятия, которые используют электричество сверх нормы. Без света и тепла останутся пекарни, самбусочные, а также сауны. Им предлагается перейти на альтернативное тепло – уголь. А как вы относитесь к таким действиям Барки Тачик? Свои ответы пишите нам в комментариях. Местные жители рассказывают, что в Таджикистане около 20 лет с осени до начала весны всегда действовал лимит на употребление электроэнергии, и только в 2017 году власти заявили, что лимита больше нет. Производство стало покрывать потребности населения. Серьезных перебоев с электричеством с тех пор не было, но в этом году опять села страны остаются без электроэнергии. Поселок Абшарон находится всего в 10 километрах от столицы Таджикистана, но местный житель говорит, что уже 3-ю неделю здесь отключают электричество с 8 утра до 6 вечера. Нельзя ни посмотреть телевизор, ни воды нагреть. Жителям пришлось достать старые котлы и приготовить еду на огне. Так было и раньше, когда в стране действовал лимит на потребление электроэнергии, вспоминают местные жители. Не знаем, почему электричества у нас нет, никто не называет причины, говорят они. Жительница этого же поселка говорит, что 20 лет в отопительном сезоне жила без электричества, поэтому к любым перебоям она готовится каждый год. В обещания властей женщина уже не верит. В комнате у нее стоит угольная печь. Даже если будет электричество, мы все равно будем готовить на огне. Запасы дров и угля на зиму мы уже сделали. Первый снег выпал в Таджикистане в минувшие выходные. Тогда в редакцию различных СМИ начали поступать десятки звонков из самых разных регионов страны с жалобами на систематическое отключение электроэнергии. В таджикистанском сегменте соцсетей с наступлением холодов одна из основных тем – перебои с электроэнергией. Местные жители не понимают, почему электроэнергии нет. Рагунская ГЭС, которую власти называли спасением от энергетического голода, уже ведь частично работает, но в госэнергохолдинге Барки Таджик это единственный поставщик электричества населению. С начала ноября на все жалобы отвечают, что лимита нет. Это якобы плановые работы. Но насколько эти заявления правдивы, проверить невозможно. Компания-поставщик отказывается показывать журналистам, где и что ремонтирует. По всей видимости, население еще долго придется сидеть без света, потому стоит вспоминать времена, когда были систематические отключения света, и жить по старым правилам. Иначе надеяться на власть и на управление электрокомпаниями не стоит. Государственная служба по энергетическому надзору Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан призывает организации, предприятия и жителей страны экономно расходовать энергию и использовать энергосберегающее оборудование. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.